В эфире новости, в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о темах этого выпуска. В Алданском районе продолжаются поиски вертолета «Робинсон». Аварийный маяк на борту воздушного судна сработал в 80 километрах от села Чагда. Косолапое нашествие. Медведи все чаще выходят к населенным пунктам республики. Как отмечают эксперты, причин сразу несколько. Расскажем подробности. Большая радость маленького микрорайона. В Покровске торжественно открыли пешеходный мост. Его высота от земли почти 6 метров. На борту пропавшего в Якутии вертолета «Робинсон» находились гражданские лица. Распространяемая в сети информация о сотрудниках силовых ведомств не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном МЧС. В ведомстве также уточнили, что аварийный маяк на борту воздушного судна сработал ночью в 80 километрах от села Чагда Алданского района. Для проведения поисковых мероприятий из аэропорта Магана в готовности к убытию находятся спасатели. Расстояние до места сработки аварийного маяка составляет 440 километров. Напомню, в ночь на 19 июля в Якутии пропал вертолет «Робинсон», на борту которого находились один пилот и 3 пассажира. С начала пожароопасного сезона в Якутии ликвидировано более 600 пожаров общей площадью почти 1 миллион гектаров. За минувшие сутки обнаружено 4 новых очага на площади в 23 гектара. В Якутске, а также в Алданском, Вилюйском, Кобейском, Мирнинском, Момском, Нерюнгринском, Алекминском и Тампонском районах ликвидировано 20 пожаров. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в 6 районах. Это Вилюйский, Верхоянский, Верхневилюйский, Ленский, Усьмайский и Алекминский. На начало суток 18 июля на территории республики продолжает действовать 133 лесных пожара на общей площади 897 308 гектар. Также продолжают действовать 3 ландшафтных природных пожара на общей площади 153 624 гектара. На территории ООПТ на площади 81 гектар локализован 1 лесной пожар. На тушение задействована группировка 1789 человек и 137 единицы техники. Медведи все чаще подходят к населенным пунктам. Причин появления хищников много. В основном это человеческий фактор. Люди устраивают свалки у дорог и на окраинах леса. Кто-то и вовсе подкармливает животных. Кроме этого, свои ареалы обитания косолапые вынуждают покидать и действующие лесные пожары. По данным за прошлый год на территории Якутии насчитывается порядка 20 тысяч бурых медведей. Отмечу, чаще всего в населенные пункты забредают молодые особи. Нельзя подкармливать диких животных, потому что она дикая, тем более хищников. Хищники, они всегда опасны, они непредсказуемы, могут навредить человеку. Их нельзя тоже беспокоить, как-то их гонять, потому что у них они и так в стрессе находятся, потому что они из-за пожаров переходят в какие-то другие места. Плюс еще, когда человек добавляет, это для них вообще может быть смертельно. В Якутии наступление холодов, как правило, приходится на конец сентября, начало октября. Соответственно, к этому времени должна быть завершена подготовка к отопительному сезону. Необходимо заблаговременно привести в порядок систему отопления, чтобы обеспечить комфортные условия в домах и на предприятиях. Например, в Вилюйском филиале ГУП ЖКХ работает полным ходом, в самом разгаре. На данный момент выполнено 60% запланированной работы. На сегодняшний день произведена замена 8 насосов. Там как циркуляционные, так и подпиточные. Идут работы по замене тепловых сетей. В этом году у нас по плану 150 метров тепловых сетей. Также в поселке Козылцир идет замена водопроводной сети, там 600 метров. Ну, помимо капитального ремонта, также у нас есть реконструкция котельной. Это котельная РПС, то есть там добавим 1 котел для увеличения мощности. Ведем промывку тепловых сетей, котлового оборудования и также промывку водопроводных сетей. Отопительный сезон в этом году у нас начинается 7 сентября. И с уверенностью могу сказать, что отопительный сезон начнется вовремя. Глава Якутии с рабочей поездкой посетил Жатай. В рамках визита Айсан Николаев осмотрел процесс капитального ремонта по улице Корзинникова. Этот объект реконструируется в рамках выделенной субсидии в размере 120 миллионов рублей. Дорога – один из элементов инфраструктуры комплекса Жатайской судоверфи. Также в Жатае будет решаться и вопрос по строительству нового здания для детской школы искусств. Строение, в котором музыкальная школа располагается сейчас, устарело максимально и требует обновления. Также рабочая группа осмотрела и объекты общественного благоустройства.
Что касается обустройства дворовых территорий, то оно планово идет уже вот, не первый год, именно на тех территориях, где мы были, где несколько домов объединяются. И подходы правильные, но надо на этом не останавливаться, а дальше еще делать все, чтобы жителям было комфортно жить. Я обратил внимание и на высадку деревьев, и на обустройство прилегающей еще территории, для того, чтобы на самом деле жителям там было комфортно проживать. Восстановительные работы завершаются на автодороге Хатасы. Подъезд к переправе по дороге откроют для проезда всех видов транспортных средств 20 июля. Ранее сообщалось, что участок дороги с 14 по 20 километр был временно закрыт 15 июля в связи с размывом проезжей части в результате обильных дождевых осадков. 440 семей республики провели себе газ без привлечения личных средств за полгода по программе социальной газификации, запущенной правительством Российской Федерации по поручению президента страны Владимира Путина. Одной из таких семей, воспользовавшихся возможностью провести газ без затрат для семейного бюджета, Каратаевы из села Хатасы. Они узнали о программе от соседей и администрации села. Как рассказала молодая семья, документы для подключения они подали через Сахатранснефтегаз, а после оперативно подали заявление на возмещение денежных средств по программе льготной газификации. С начала июня в Амгинском районе возобновили субботники по плетению маскировочных сетей для нужд специальной военной операции. Так, во всех наслегах района неравнодушные жители помогают активистам общественной организации. В летнее время многие женщины плетут сети у себя дома. Также собираются в здании Амгинского дома народного творчества. Здесь по графику подходят представители организаций. Помимо этого, активисты готовы обучить любого желающего плетению маскировочных сетей. На сегодняшний день изготовлено 500 квадратных метров сетей. Всего планируется отправить на зону СВО 750 квадратных метров. Сегодня мы пришли из ТОС-ТЭТИ. Женщин много. Мы пришли по вызову, по объявлению в WhatsApp, чтобы жительницы Тюльбы пришли помогать нашим женщинам и еще, самое главное, нашим бойцам. Большая радость маленького микрорайона. В Покровске торжественно открыли пешеходный мост, построенный по формуле финансирования 50/50. Половину суммы строительства обеспечила администрация города, вторую – производственное объединение «Якутцемент». Пешеходный мост возвели в микрорайоне Звероферма. Он соединяет два жилых квартала – Солнечный и Центральный. Протяженность моста 29 погонных метров, высота от земли почти 6 метров. Ранее на его месте функционировал деревянный мост, который построили еще в 90-е годы прошлого столетия. В прошлом году в связи с аварийным состоянием его пришлось разобрать. Ну вот нынче зимой из-за сильного износа нынче разобрали, потому что аварийная ответственность очень большая, люди. А нынче всю зиму они ходили через овраг, ну как называется, без моста. Они сами смастерили маленький мостик, и по этим мостам они очень нынче мучились. Но вот нам за какие-то 2 недели нам сделали вот, пожалуйста, красивый мост. Совсем скоро исполнится ровно год с момента сварки первого стыка газопровода в Алекминске. С тех пор проведен значительный объем работ – проектирование, экспертиза, завоз материалов. В этом году предстоит завершить 8 переходов через автодорогу УМНАС. Продолжит тему Елена Фаст. В Алекминске кипит работа по реконструкции дорожного полотна УМНАС. Параллельно с этим в рамках согласования с управлением дорог продолжается укладка труб по проекту газификации города. В рамках этих работ уложили футляр, защитный футляр для газовых труб, а впоследствии, чтобы потом работники подрядной организации могли спокойно бетонировать. И это было предусмотрено также в рамках синхронизации работ с управлением дорог.
В эти дни завершен один из протяженных участков перехода. Он в центре города. Всего в Алекнинске будет 17 переходов, из которых 7 выполнили в прошлом году. 2 уже в этом, еще 8 предстоит сделать. Это у нас участки на улице Пушкина, Кульбертинова и улица Маяковского. И везде, получается, по 2 футляра будем ложить. Несмотря на конкретное планирование, есть свои особенности, которые немного изменяют ход работ, точнее их очередность. Сложность заключается в том, что еще земля полностью не оттаяла, потому что зима была достаточно холодной. Сложность заключается в том, что земля мерзла, и у нас не получился переход горизонтальным бурением по улице Пушкина. Эти работы мы решили перенести на более поздний период, это где-то в сентябре месяце планируем эти работы там выполнить. Этим летом работы идут быстро. Погода дает карт-бланш. И если жара в минус пожаром, строителям это дает возможность завершить работы в срок. Елена Фаст, Алекнинск. В этом летнем сезоне порядка 5000 бойцов студотрядов работают в разных сферах Якутии. Это промышленность, инфраструктура, строительство, благоустройство, сельское хозяйство, сервис, больницы и госпитали. Студенты трудятся и дворовыми вожатыми, художниками, заняты в благоустройстве территории, озеленении, а также работе с детьми. Так, 250 вожатых педагогических отрядов трудятся в детских лагерях Якутии. Их деятельность охватывает более 10 тысяч детей в летний период. Свою работу, например, закончила профильная смена для детей «Я гражданин мира» на базе центра «Сосновый Бор». Смена является традиционной, она проводится с 2006 года, то есть на протяжении 19 лет она с 2012 года из года в год проходит в Сосновом Бору благодаря нашему руководству, директору Ивановой Яне Николаевне. И также каждый год к нам обязательно приходят педагогические отряды, например, такие как студенческий педагогический отряд «Дар», «Инфинити», «Биг Тайм», «Сириус» и так далее. Самая главная цель вожатых – это подарить счастливое детство детям, чтобы лето прошло у них как можно ярче, чтобы у них появились новые друзья, чтобы они ушли отсюда с яркими эмоциями и обязательно вернулись к нам обратно. Жители Якутии могут выбрать из 26 городов России культурную столицу страны 2026 года. В голосовании принимают участие города из самых разных уголков страны. От Владивостока и Южно-Сахалинска до Ростова-на-Дону и Мурманска. В том числе представлены одни из древнейших городов страны – Владимир, Смоленск и Псков. Крупные промышленные центры – это Екатеринбург, Сыктывкар и Тула. Итоги объявят в декабре. Победитель народного голосования получит специальный приз. На этом все. До встречи в дальнейших эфирах.